Содой Лама родился в 1846 году близ Улуса Элысу в баргузинской степной думе в семье Солсукшин Содоя из рода Хэнголдер. Мать его была из рода Шоно, дочь Зонен Убеген. Рождению Содой Ламы предшествовало удивительное предсказание. В Баргузинской долине перед появлением на свет Гаген Ламы перед домом его отца вырастет цветок невиданной красоты. И действительно, цветок вырос, вся округа съезжалась полюбоваться на невиданный цветок, и в семье Содоя родился сын Цеден, будущий баргузинский Гаген. С детства Цеден был очень смышленым, предсказывал, что должно произойти хорошее или плохое. Он доставлял немало хлопот и потрясений своим родителям, которых не переставлял удивлять. Он, например, мог перелетать через избу или взлетать на высокий столб. В 1853 году, в 7 лет, Цедена отвезли в ученики к дяде Гевше Ламе Сангуну Шакжи в баргузинский Дацан, где он стал хувараком. Коренным учителем Содой Лама считался Анжи Шентадова, Шентаде Гаген по-бурятски или Шенташа Лама. Так его назвали местные жители. Шентаде славился как практик безумной мудрости, одной из тантрических систем буддизма. В детстве Цеден был мальчиком шаловливым, озорным. Дацани ламы, увидев опухшие руки хувараков, спрашивали причину этого. Те отвечали, что они били кулаками по стенам, так как хуварак Цеден Содоев показывал им, как его рука проходит сквозь стены. При жизни Содой Лама пользовался большим авторитетом, будучи великим йогином, признанным Тулку и настоятелем Дацана. Он жил очень скромно и просто, среди обычных, небогатых людей, носил самую простую одежду. Его всегда отличали скромность, справедливость, терпимость. Он не любил почести, чем мог, помогал бедным, лечил их, отдавал полученные им подношения тем, кто нуждался. Когда Содой Лама уезжал в другие страны на учебу или в паломничество, провожать его выходили всей долины с подарками и деньгами. Содой Лама быстро и незаметно проходил через толпу к лошади, ничего для себя не взяв. Он бескорыстно лечил людей, во время поездок останавливался у самых бедных людей, делил с ними нехитрую пищу. В тех семьях, где он останавливался, это становилось большим событием. Впоследствии жизнь у него складывалась удачно и счастливо. Сейчас мы можем назвать Содой Ламу бурятским Нострадамусом. Это был человек, обладающий мощным даром предвидения, ясновидением. И никогда он специально не демонстрировал свои удивительные способности, только когда видел необходимость, он помогал советам, предсказывая последствия или предостерегая от неправильных поступков. В своем духовном завещании потомков он, во-первых, наказывал хранить буддийское учение, не поддаваться гневу, сильно не нищать, но и не собирать богатство, и умножать поголовье овец, как основу здорового питания бурят-монгольского народа, народной медицины и экологической чистой продукции, шерсти и овчины. В 1916 году, в год и месяц дракона, Содой Лама закрывается в затвор. Просит, чтобы его в течение 7 дней не беспокоили. Наказывает собрать по улусу костей, сварить поминальный обед, накормить бедняков и читать за упокойную молитву в течение 7 суток. К тому, что от него останется, может прикасаться только один человек – Халгын Гаген, сын Агатын Кондрата. Однако на 3-й или 4-й день старший Лама сказал: «Как так человек умер, почему к нему нельзя зайти?» И заглянул в дверь. Содой Лама, по воспоминаниям современников, обладал очень сильным и проницательным взглядом. Мало кто мог выдержать его взгляд. Заглянувший Лама был в шоке, и взору предстал мальчик лет 9-10, сидящий в позе лотоса, и только лишь взгляд оставался таким же сильным и пронзительным. После 7 дней от Содой Ламы остались только одежда, волосы и ногти. И это было в день и час дракона. Люди запомнили яркую вспышку света, которая вышла из его домика и беспрепятственно прошла буквально через все. Содой Лама ушел так же, как Нагарджуна, затворившись в уединенное место и превратив свое тело в радугу. Перед своим уходом из этого мира Содой Лама завещал своим родственникам сохранить до следующего перерождения в этих местах свои вещи. Он сказал: «В одном из своих следующих перерождений я вернусь и надену свои одежды». Содой Лама помнил по крайней мере 9 своих перерождений. Вещи Содой Ламы бережно передаются от поколения к поколению и сохраняются вот уже почти 100 лет после его ухода. Содой Лама оставил свои одежды двоюродному племяннику Пантою Найкову по документам Новику Жигмыт Даржи.
Сейчас они хранятся в семье внучатой племянницы Надмитовой Саилмы Гужаповны, дочери Чемицо Гужаповны, приемной дочери Новикова Сабая Жигмит Дажиевича. Садой Лама, осуществляя практику глубокой медитации, попросил великую богиню Ежему оставить свой лик на камне. Он сделал это, проявляя глубокое сострадание, заботой обо всех нас, о своих потомках. Незримый дух Ундер-Бахши, высокого учителя, вот уже 170 лет незримо присутствует в этих местах, благословляя и охраняя нас. Сквозь толщу лет идет ровный, теплый свет, излучаемый взглядом нашего высокочтимого Садой Ламы, воплощение великого Нагарджуны, образованнейшего человека и провидца.